Чаймен ишкам фигурный символ боласың. Астықта ешет арқан жолын шыртақшы. Тоғыстырысына қандай сұрағатты. Алтқан қысыр. Арон ақпайсың кемнешкі. Арон чәшпет тұрғысы. Қандай сұрағатын боласың. Арғанша мұлдай тұғыр шағал етшеді. Арағатын ішсем алтқанымыз арағасын тоқтатышқан. Есір көлшен алтқанымыз ешірдің тоқтатышқан. Ақпайсың ебінен тойға байғатасы қуанылады. 9 gün doyulan doluyşan, 9 gün basına doy tosçada, doluyşan tarafçada da. Ағастық тасқыл алтынды, аданың олғы қадышып, арғы шонның ақсынды. Енім шөрген иркі тарши, елбаттайғы идегінді, енемің олғы қадышып, елшонның істінді.
Во время войны я брал Чадхан и шел к детям, женщинам, старикам. И ночами я пел о наших богатырях, которые побеждали в борьбе. И приходил мир, и приходила свобода. Все благодарили меня, и все вдохновлялись сказанием. Звуки Чадхана небес достигают. Пусть голос звонкий мой услышит мой народ. Семен Прокопьевич персиде алчы болтып, Олимпиада Николаевна Колковада. Анда ол пөги көглептір. Цветок в степи расцветает, когда кукушка поет. Ветер в горах затихает, когда хайджи поет.
mine ünem argılçın qaysyp durzun. Şittığlık çağlığını köpçiyi gözür köydürüp durzun. Köglük mine ünem köpçonlarga istip durzun. Şazıdı sürük fakas şiiri Şasqal çilim undılşa Üskün çiğrim fakas şiiri Kızıl turgu çayır ısqındı Kırları sürük fakas şiiri Kızıl xal çilim undılşa Üskün çiğrim fakas şiiri Üskün çiğrim fakas şiiri Sağыстық кізі шөп берзі, істік болша істерді. Шаза толдыры шайыл барған, шағайғаты колхоз малы. Шидірбинаны көршеткен, шеттік қарақтық қыршабан. Қазір күннер боларын, қаңзы сықтатсы біледір. Қиғы салып малларын қалына қассар сүредір.
потомственных сказителей. Сказка воодушевляет человека. Сколько бессонных ночей провел я за сказками и никогда не знал усталости. Сказки придают человеку силу и разум. Şeyh kıyırkan kıyır ar kızını kımını kılıstırmama
Akşebegar, kıyanlar, kızımını birim serpince, kanlısınız bunlar kızınmaz. Kıyanar kızım, ufak olmayı, ufak gitsiz. Akşebegar, ya erken dinle kanlı kılıç. Ağlarızın bakıyan, kanlı kızın. Peki, şarkı kızı, Akşebegar, mındık şabın. Üstüğünü beni haydi alırım. Akşebegar, aksavdır, adının tüzüre segirgen, tolgap, itken toğuşығın, orfileke, tüzürüp, tolgıyıp küçe tutulsun, kıyanarını kırsalım, kızar, attın tüzüre tartıp aldım. Kıyın, kanın kızı kıyanar, küdüzüm küdür, mındak var. Yok, kanın kılыстың şeşisi, mındak küdüstük nemesmin, türlenip kubulgabın, iyilikten iyilik yok, türlenerge kilisken paykarı, kanını olga, aybalattın korkum. Aybalattın korkum. Tırılanı da silegenimsken. Altın sürmezi, arkasına şahidim. İyilik sürmezi, inline şahidim. Ağrık silik diyen ağrık. Anladım. Зарождаться земля начинала тогда, медь начинала твердеть тогда, русла в горах пробивали ручьи, звезды небес загорались в ночи, деревья корнями за землю брались, верхушки свои устремляя ввысь. Но выше всех гор в этом месте был могучий красавец Керим-Тасхыл. Много народа живет в тех краях, много пасется скота на лугах, славные песни в улусах поют, много хороших в улусах юрт. Только одна красивее всех, песни здесь звонче и радостней смех. В ней богатырь Алвыган живет, человек, которого любит народ. Перед юртой высится столб золотой, а рядом стоит скакун удалой. Он, кажется, создан для битвы лихой. Харахулатом зовут коня. Хозяина ждет он уздою звеня, как будто бы хочет сказать: Хулатай, скорее меня напои, оседлай. Ты сын Албыгана и сам богатырь, зовет нас с тобою степная ширь. Хулатай однажды к отцу пришел и смелым голосом речь повел. Любимый народом отец Албыган, тобой мне конь богатырский дан, сила, сноровка даны мне тобой, за это я предан тебе душой. Хочется мне побывать на воле, под светлым небом поездить в поле, испробовать мне богатырской бы доли, широкую землю объехать мне, что ли? Да и в самом деле, не поискать ли другого Харахулата, как мой, удалого? Да есть ли на свете такой край, где живет мне подобный другой Хулатай? Отец на сына глянул сурово и молвил: я слышу хвастливое слово. Твой век, Хулатай,
добротою отмечен, тебе не к лицу неразумные речи. Не об этом, сынок, у тебя забота. Слава не в каждый входит ворота, не в каждую юрту заходит счастье, не каждый под крышей сидит в ненастье. Подумай, поживешь на земле и увидишь, что много людей без крова бредут по дорогам. Поживешь и увидишь, что горе и голод, злые болезни, нужда и холод людям простым не дают покоя. Подумай об этом, и сердце заноет. Я стар, и хочу, чтобы сын мой любимый сторожил от набегов наш край родимый, чтоб каждому роду главой он стал, чтоб мысли и правде просторы он дал, чтоб славой народ свой навек увенчал. Отцовский наказ для сына святой Хулатай прослушал с холодной душой. Хотел он сказать, что согласен с отцом, а сам, уходя, думал о том, как бы скорее уйти в поход, туда, где в тумане синел небосвод. Стал он готовиться в дальний путь, кольчугой закрыл богатырскую грудь, на голову перьев для боя надел, на солнце вечернем он ярко блестел. Изогнутый месяцем лук боевой 6 раз затянул тетивой стальной. Из юрты сестричка к нему подошла, повод отвязанный подала, сказала: «Мой милый брат Хулатай, где бы ты ни был, отцовский край ни душой, ни сердцем не забывай. Сила тебе для народа дана, пусть не уйдет бесполезно она. Помни наказ, мой брат Хулатай, за свободу народа грудью вставай, всегда бездоленным помогай, радость людскую не нарушай, счастье народа оберегай». Наказ этот, данный родной сестрой, Хулатай прослушал с холодной душой. В ответ ни слова не проронил. На хору Хулата ловко вскочил и рысью поехал улусом большим, дорогой прямой на Тасхыл Керим. Распалилось сердце в груди от огня. Он дернул дым, не жалея коня. Вздыбился конь, как вихрь степной, оскаленный рог, как яр над рекой. Богатырь поводьев коню не дает, по-большому, как степь, стегну его бьет. Как вихрь пронесся всхрапнувший конь, через степи скачет взмыренный конь, через реки проносится, как огонь. Такая у лошади смелая прыть, что трудно от скачки ее уследить. Так скрылся из глаз озорной Хулатай. Пролетело 12 лет, и снова от сына известий нет. Не шлет богатырь долгожданный привет, ни одной весточки нет и нет. И вот на исходе 12-го года заколебала земля под крутым небосводом, раздался топот Харахулата, похожий на ярого грома раскаты. И тут услыхала земля родная голос вернувшегося Хулатая. Самый смелый и самый могучий, ехал он пыль, поднимая тучей, ехал беспечный, забот не зная, на вершину Керим Тасхыла поднялся, от тяжести снежный Тасхыл зашатался, с коня соскочил богатырь Хулатай. Долго смотрел на отцовский край, веселую песню зычно запел, возле коня на землю присел. И вдруг завороженный окаменел. Окаменело могучее тело, на лицо улыбка окаменела, глаза закрылись, в одно мгновение окаменели руки, спина, колени. Стал Хулатай богатырем рожденный, с человеческим обликом, камнем зеленым. Сестра Хулатая Алтынкёк, запыхавшись трудом, поднялась на Тасхыл, и видит она на горе высокой
стоит ее брат скалой одинокой. А рядом, в землю уйдя по колено, стоит конь 9-саженный, превращенный проклятием в камень белый. Плачет, рыдает Алтын-Кёк, ветер, притихнув, на травы лег. При виде слез он и резвиться не мог. Не удержать этих слез кровяной поток, не удержать этих слез ледяной поток. Там, на вершине Керим-Перевала, много горя она познала. Албыган с тревогой дочь ждал, с тоской он глядел на перевал. Отец мой, отец Албыган, сын твой немало объездил стран, он землю широкую исколесил, да только завет твой не сохранил. Бедняками обездоленным не помогал, радость людскую войной нарушал. Тогда, хулатая, народ не взлюбил и, проклиная его, решил: тот, кто с каменным сердцем рожден, пусть в камень навек превратится он. С глубоким вздохом сказал Албыган: а мне, сын, в наказание беда дам. Ах, мой непослушный сынок Хулатай, зачем ты поехал в далекий край? Зачем ты бродил бездомным по свету? Почему не послушал моих советов? Недаром же так говорят в народе. Беда никогда одна не приходит. Вдруг закачалась поверхность земли. Все горы в тумане, все небо в пыли. Кто это там ручьями сверкает? Кто это там лучами стреляет? Кто это катится шумным потоком по руслам дорог к горе высокой? Это стекаются темные силы, юзут хана царя, как ручьи Стасхылов. Эта война идет шумной волною, трижды опоясанная страшной бедою. На Керим-Тасхыле мечи сверкают, недруга вызывают. Эй, Албыган, гордец безмерный, рубленое мясо ты съел, наверно? Одежду для боя надел, наверно? О горе твоем мы давно уже знаем. Нет у тебя силача Хулатая. Теперь мы ребра твои посчитаем. На Тасхыле ветры в ушах буят, грудами черные тучи летят. На слова Албыган отвечал словами, на удар кулаком отвечал кулаками. С коня он спрыгнул, мечом сверкая, на пришлых врагов озверевшую стаю. Полнолуние прошло, Албыган все дерется, новолуние пришло, а он не сдается. Уже иссякают последние силы. Что будет с женою и с дочкой милой? Что будет теперь с моим милым краем? Помощи нет, а враги наседают. Знал бы отец, что в ту ночь роковую жена родила ему дочь вторую, о счастье своем ничего не зная, в жестоком бою Албыган умирает. У прекрасного утра прекрасна заря, прекрасна дочка богатыря. Не по дням, по часам растет, уже на крепкие ноги встает. Над сестричкой своей Чарых-Кёк плачет, рыдает Алтын-Кёк. А в это время на гордом Тасхыле враги Албыгана мечами рубили. Как смерть побледнела Алтын-Кёк, с плеч сорвала темный платок, скинула руки, как крылья она, золотою кукушкою стала она, и полетела в небо она, туда, где бледнела вдали луна. «Моя победа!» — вскричал Юзут-хан, гордо расправив свой тонкий стан. Свистит, не смолкая, ременный бич, громом летит оглушающий клич. Лети, мой голос, во все
Народохозяином буду я, реки мои и земля моя, отныне ханствовать буду я. Степь застонала под вражьей пятой, пепел и дым летят над землей. Жена Албыгана, красы создания, у золотого столба лежит без дыхания. Повсюду следы разрушения видны, все юрты разграблены и сожжены. Тому, кто держал против нечисти меч, пришлось косьми на землю лечь. Одного Албыган предвидеть не мог, что живет невредимая Чарах-Кёк. Она в шалаше травяном живет, она не по дням, по часам растет. Прошло, пролетело много лет. Я победил! Албыджи закричал и глянул в огромный черный провал, где тысячи тысяч несчастных людей мучил враг лиходей. Албыган оглядел всех счастливым лицом. Летите, люди, на крыльях счастья, в Улусу родные! Как море на волю хлынул народ, у каждого сердце в груди поет, горят благодарностью лица людей, слышатся возгласы пылких речей. Спасибо тебе, дорогой человек, заботу твою не забудем вовек. На медной скале написал Албыджи: сам прочитай и другому скажи. Тому, кто захочет наш край покорить, на нашей земле не придется жить. Тот же, кто с дружбой к нам придет, на нашей земле любовь найдет. Упадет береза, отшумев, но побег продолжит жизнь ее. Пережив сказителя напев, творчество продолжит бытие. Упадет столетняя сосна, но она оставит семена. До черты дойдет и жизнь певца, но бессмертна песня, ей нет конца.
Şiirinin gözü aqtasqılar üstüne pırğın toğulap şödüdür. Suğunub çalbağı ağın zuğulur. Aqtasqılardan ıyılızıp, soğulızıp, altın çıtın toğul. Aqılıp şödüdür. Oyla xələ, sənə barın, oyun ödə, bütləbə barın, oyun ödə, töbətdə, oytəbə balıqdı, üstləşədəyim. Oyla qırqır üstü pırğın oyun güləpті, pırğın oyun güləдің töbende, oytarlıq ağıqtır üstləşədədir. Şastayılır çayqal zıptırılып şедедір. Şastayılır da қарсық дамыныр өлі шедедір. Қанатты құстыр ұшықлы шедедір. Şiirinin bözü ақсын тұршыдыдыр. Ақсының алтында ақталы суға ақышыдыдыр. Талай суға ақпар жерді ақпар жолық ақша азылар. Ақпар жолық ақша азылар, асқыртылық шылғылары чөгілшедедір. Көк бар жолық көк шазылды, тоғылы қынып балы чай қырғын оттап шедедір. Ақталы суының қастыды, халық шын жүктіп жетедір. Өзі қыры көріні солық алып тұршедедір. Олғалының оқтызында қаны бегінің ақпайзын иебі тұршедедір. Атпалға жаңы чешпеді, ақшиілінің ақсаптар ат тұршедедір. Қадырманың әзі қалышының тегі, ежін арық шүқтіп шедедір. Адыждан сықын бірге, ежін ары тұлмызы жүктіп шедер. Алты жасы қолының қадыр. Ежін ары, ежін ары, қасенен ешін бардылай. Ежін ары, екі бежі тұмы, қыз сенен ешін бардылар. Aylar ağzı boğuşadıdır, şılır şılızıp şılızıp boğuşadıdır.
хажанда билбіз, олар хажанда өлмес. Шон хажанда болар, шон хажанда шүртір. Ағыз аңдарыл барсы, орнына қорбызы өзір. Кізінің айы жетсе, орнына дөйлі болар. Қырыспин, тұдыспин шүрттанар, қырсастарын шұлыспин шүрттанар. Тарныспин, талғыспин шүрттанар, таспазыңар, сағыспин шүрттанар. Пары-сары құсқажақ, иннігілік ұрның ұрлапша, істік тұзымды шүргінді, ізім қалзын пүшірді. Базчы атқа алтынзы, бастырып шүрген ол жақсы. Базағы төліміз ұрыстық болсын, арсызып шүрттаны ол жақсы. Жорықшы атқа алтынзы, шүрттіп шүрген ол жақсы. Сондағы төліміз жазқылық болсын, чөптік шүрттаны ол жақсы. Я степные края широко исходил, по горам и долинам следы пролегли, всю тысячеверстную землю любил, а умру 3 аршин мне довольно земли. На следах проросли, зеленеют кусты, и густая трава, и цветочный ковер. Колыбели просты, и могилы просты у певцов наших рек, и степей, и озер. Так же белый юз будет воды клубить, так же солнце пылать будет слитком огня. Будут люди и песни слагать и любить, только с ними в то время не будет меня. Но народ не покинет вас, степи мои, лишь займут мое место другие хайджи. Жизнь реки продолжается в звоне струи, значит, в ваших чатханах я буду жить. Ше, хайжыл, көгжыл, тақпақшылар, сарнат көгініп бастық залары бар. Шалы оңдайлық жының алында шай тұрызымызын алғын Же алдырандары сарыныз көпіз көрелері. Bye.
Амды Семен Кадышевтың сөздерінен көдірілдім, көк талайлардың шейлі сапшы. Ақтасқыларды мен көріп, алқыс шеттіріп пазырдым. Қырен көрініс тайғыларға, қырбазым тұдып пазырдым. Қасқай тұрған тасқаларым, көгіп шеттен сұқжыларым. Үнні қызып шықтып жазыр, жердің үстін жазып жазыр. Елге жонға күз бос жазыр. Қадырғын малының қалбызы бол жазыр. Халық шының шолызы бол жазыр. Добрый вечер. Изеннер, Шалахайкирнам. Без праздника, посредно, по люкунде, алгыстып шабас, изен менде жетишебіз срерге. В зале находятся самые близкие родственники нашего великого Семена Прокопьевича Кадышева. Пожалуйста, поднимитесь, давайте встретим их аплодисментами. Года Семена Прокопьевича Кадышева на сцену приглашаем председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Штыгашева. И сенатор Владимир Николаевич Штыгашев. Дорогие друзья, вот я сейчас посмотрел Семена Прокопьевича, я имел счастье его слушать в Ширинском районе, в Абакане, и кажется, что вроде как бы и вчера это все было.
Вы знаете, мне прекрасно наши артисты исполнили вот те произведения. Ведь только вы вдумайтесь, это он все на память. Вот столько произведений он помнил их на память. Я знаю, с детства тоже слушал героические сказания. И детьми еще мы засыпали, когда просыпались, уже дело к утру клонилось, а старшие все слушали. И действительно, вот Семен Прокопьевич, он уникальный человек был. Вот он, вы посмотрите, ему 92 года не дашь. Вот посмотрели? Ему было 92 года. Я как раз уезжал в командировку, я очень сегодня жалею, и сегодня еще, что я его не проводил, последний путь. Но его многие помнят, его знают. Это замечательный человек. И вот его сегодня произведение, как говорят здесь на сцене. А к чему он призывал? Он призывал к единству народа. Он призывал к согласованности действий. Он призывал к укреплению народа. Это относится не только к Хакасии, но и всей нашей великой России. Вот сегодня самые актуальные его слова, которые он произносил 40, 50, вернее, там, 60 лет назад. И сегодня они для нас являются таким, олицетворяющим путь, озаряющим путь, куда надо двигаться и как надо двигаться, с кем идти. И очень важно, сегодня Семен Прокопьевич нам оставил колоссальное наследие. Вот я думаю, сейчас вот мысленно сидел, я не режиссер, я не артист, я не работник культуры, но я вижу, сколько можно замечательных произведений на основе сказаний Семена Прокопьевича сегодня создать. Сегодня мы видим замечательных людей, которые здесь присутствуют, родственники. И самое главное, знаете, что Семен Прокопьевич? У нас тогда была комсомольская песня одна. Он, кстати, очень следил за всем. Есть такие слова. На смену придут другие, моложе и лучше нас. Семен Прокопьевич, он далеко осмотрел. И вот на смену пришли другие, моложе и лучше нас. И я думаю, что продолжит то дело, которому посвятил всю свою жизнь Семен Прокопьевич. Его любили в Хакасии. Но тогда средства массовой информации не были такие совершенные, электронные, чтобы запечатлеть, записать, все это много было сделано. Сегодня я благодарен нашему институту Хакнияне, нашему Хакасскому научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории. Изданы целые произведения по памяти Семена Прокопьевича. Сегодня его произведения изданы в Москве. Это достояние мировой литературы стало. Он же был член Союза писателей. Он и музыкант был, и поэт, и все в нем было. Всегда, я, например, восторгался всегда. Я рад, что сегодня я его помню те его произведения, которые он исполнял. Вот представляете, кто-то из вас сейчас мысленно, вот знаете, 31 поэму. Попробуйте на память. Правильно говорят, 10 тысяч слов. Нет, строк. И вот я действительно сейчас, может кто-то из вас помнит 2-3 таких произведения сложных, на уровне поэмы. У нас в Хакасии только был один, который помнил и мог исполнять 10 часов непрерывного текста. Это Лебедь Алексей Иванович. Как ни странно. Вот Алексей Иванович, я всегда удивлялся. Я говорю, слушай, а ты откуда среднеазиатских этих поэтов, Фердоуси, известных там, давно, которые были, он помнил. Он мог читать 5-6 часов в воскресенье один раз. Я вытерпел. И очень важно, что он на русском языке, на русском переводе. Поскольку он, кстати, владел неплохо и фарси, персидским языком, кстати, он и владеет, Алексей Иванович. Я с ним был неоднократно в Турции. Он у меня был переводчиком, когда я встречался с курдами и другими там нацменами, которые в Турции притеснялись. И Алексей Иванович так ловко, я говорю, слушай, ты откуда знаешь? И он всегда, он, кстати, хорошо знал Кадыша. Вот тут хроника одна мелькнула,
по-моему, в Папахе генерал Дали Балтаян там был. Он, кстати, живой, ему 90 лет, в этом году будет, нет, в следующем, 26-го года. Он в Армении такой генерал-полковник. Мелькнул он здесь, в кадрах. Он тогда был у нас командиром дивизии в 70-е годы. Так вот, Лебедь, он показывал пример, Алексей. Он, кстати, знал произведения наших поэтов хакасских. И когда я приехал в Корею, у меня не оказалось переводчика английского языка. Алексей Иванович блестяще переводил мне все, кто там были, спутники на английском языке. И в посольстве в Южной Корее, в Сеуле, написал такие там замечательные слова в парламенте Южной Кореи. А наш заместитель посла сидел и говорит: слушай, пойду-ка я сейчас проведу работу с сотрудниками посольства. Как грамотно, как красиво написал на английском языке Лебедь ваш. А все думали: солдат, вот солдапон там какой-то и так далее. Это очень умный, тонкий человек. Я просто к чему привел? Вот мы, по сути дела, на примере Семена Прокопьевича Кадышева сегодня все учимся. Многому мы даже забываем, откуда это берем, а мы берем от него очень многое. И не думайте, что вы самые умные и лучшие сегодня. На смену-то пришли молодые и лучше, но не хуже были и те, которые были за нами или перед нами. Так что я всегда призываю всех помнить, тем более сегодня объявлен год Кадышева, Тюксоем, ну и другими организациями. Так, Светлана? Министр культуры Окольникова Светлана Анатольевна, она билась всеми фибрами души для того, чтобы это было объявлено. Сегодня весь мир отмечает год Семена Прокопьевича Кадышева. Семен Прокопьевич был, есть и навсегда останется в сердце, в памяти хакасского, русского, всех народов Хакасии, кто здесь живет. И я думаю, он будет нас учить верному служению Родине, верному служению Отчизне. Не забывать, что сила наша в единстве. Я бы хотел сегодня еще раз поклониться и поблагодарить Семена Прокопьевича за его неустанную работу в этом направлении. Так что плоды его работы дает и сегодня. Спасибо ему. Владимир Александрович Крафт, заместитель главы правительства Республики Хакасия. Творение может пережить Творца, и даже если Творец уйдет, годами и природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Народ, лишенный своих корней, чувствует себя сиротой. А сироте, ох, как нелегко живется. И согласитесь, вот то, что сегодня происходило на этой сцене, изумительные танцы, чарующие легенды сказителей, завораживающий голос Читхана, ну это радует душу. И как можно лишить всего этого народа? В правительстве абсолютно точное понимание, что основа существования и развития любого государства – это межнациональное, межконфессиональное согласие. Я абсолютно уверен, что нынешний год Кадышева позволит нам еще больше консолидировать нации, проживающие в нашей республике, которые, по моему мнению, дабы избежать любых предубеждений и понять рядом живущий народ, должны изучать обычаи, традиции, с любопытством заниматься все самое интересное и тем самым обогащать свою жизнь в этой культуре. Дорогие мои земляки, по поручению руководителя нашей республики Виктора Михайловича Зимина, я поздравляю вас с открытием юбилейного года, посвященного мастеру народного творчества, великому и достойному сыну хакасского народа Семену Прокопьевичу Кадышеву. Это виртуозный хайджи, ахпахчи, член Союза писателей,
Он крупнейший представитель и носитель хакасского фольклора, в котором содержится мудрость и духовное богатство хакасского народа. Он мастерски владел народными национальными инструментами, чатханом, хомысом. Он виртуозно владел хаем, горловым пением. Помимо искусства хайджи, он ведь еще обладал и поэтическим даром. И Всевышний дарует долгожительство только избранным. Из всех хакасских сказителей он имел самую громкую славу. Действительно, в прошлом году, в октябре, в Казани состоялся очередной 32-й съезд Совета министров культуры Международной организации «Тюрксой», на котором Светлана Анатольевна озвучила инициативу правительства республики о том, чтобы 2015 год провести под знаком Кадышева. Действительно, этим самым и культура хакасского народа приобретет всемирную известность. Дополнительно. Вы, кстати, обратили внимание, что примерно, могу ошибиться, 3 зала — это не представители хакасского этноса, это представители других народов, проживающих в республике, которым тоже нравится происходящее на сцене, и я уверен, что они поддерживают и сохранение, и приумножение не только творческого, духовного начала хакасского народа и иных народов, проживающих в нашей республике. Мы в республике уже утвердили сводный план постановления Президиума правительства в начале года. В рамках этого плана, и вот сегодня будет старт дан огромному количеству мероприятий, которые пройдут и на уровне всех муниципальных образований. В нем будут участвовать большое количество руководителей, соответственно, министерств и ведомств республики, государственных учреждений, общественных организаций, за что им всем огромное спасибо. Я уверен, что когда мы в конце года будем подводить итоги этих всех мероприятий, это позволит нам самим почувствовать и сказать, что все, что нужно было сделать для памяти этого человека, и, кстати, его будут прославлять, то, что Владимир Николаевич сказал, во всех странах Тюрксой, и его имя, и его наследие. И человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Вот в конце года мы должны будем, поработав очень профессионально и грамотно, сказать, что грядущее поколение, ныне живущие, будут благодарны за то, что мы прославляли его дела, и обязуемся делать это очень эффективно. И я с огромным удовольствием от имени органов власти республики объявляю 2015 год годом Семена Прокопьевича Кадышева. Я думаю, что эти аплодисменты и нашим замечательным артистам. Аплодисменты. Спасибо вам. Дай вам Бог. И дети, наверное, запомнят, что они участвовали на этом замечательном празднике. А я спасибо вам.